есть четвертый этап, когда мы будем решать, какие предметы будем вести на иностранном языке, на родном языке. И школа сама будет определять, какие предметы будет вести. Исключительно, уважаемые коллеги, пожалуйста, нашему гостю Гайнуллину Рамилю Рашидовичу, директору Татарской гимназии номер 2 имени Шайхутдина Марджани Казанского федерального университета Московского района города Казани. Пожалуйста, вам слово. Саламатыңыз, хурматтуу коллега, хайырлы күндөр. Менин исмим Рамил Рашидуллович Гайнуллин. В первую очередь хочу поблагодарить зор рахматымны айткым келет бул шараны уюштуруучуларга жылы башталганыбыз үчүн һәм бизге чыгыш жасаган мүмкүнчүлүк берген үчүн барлык Татарстан делегациясынан бик зор рахмат. Алла Таала кебек сыйфатлы чараларда күрешергә насыйп булсын. Коллеги, с вашего позволения я отойду от официального выступления. Постараюсь кратко пройтись. Вот как рядом со мной сидящий коллега рассказал, у нас схожая ситуация, как бы мы в Казани, в центре Казани, находимся в Татарской гимназии номер 2 имени Шайхутдина Марджани при Казанском федеральном университете. У нас также есть свой детский сад, достаточно такой крупный комплекс, состоящий из гимназии, из музыкальной школы, Центра национальной борьбы, татарской башкирской борьбы и огромного музейного богатого комплекса. И имея такой богатый опыт, мы славимся еще тем, что все предметы с 1 по 9 класс у нас преподаются на родном татарском языке, то есть и химия, и физика, и биология, и география, и абсолютно все предметы. И то есть, учитывая все эти моменты, мы решили создать татарскую онлайн-школу или онлайн-школу на татарском языке, на родном языке. Значит, перед собой мы поставили ряд задач, то есть результативность этого проекта – это осуществление образовательной деятельности на родном языке, это обмен передовым опытом, развитие профессионального мастерства учителей и повышение престижа образовательных учреждений. Также наша онлайн-школа, то есть ее необходимость была доказана во время дистанционного обучения, то есть в условиях пандемии, да. И также мы на сегодняшний день решаем ряд задач, такие как обучение по основным предметам на родном языке, то есть онлайн-обучение идет осуществление методического сопровождения учителей, это мультимедийные ресурсы и популяризация научной и культурной деятельности. Если вкратце, наш проект состоит в целом из 5 модулей. На сегодняшний день мы представляем, то есть получается такие модули, как модуль общего образования, дошкольного образования, модуль для руководителя, модуль, получается, науки и культуры и дополнительного образования. Сейчас же, к вашему вниманию, будет представлен модуль общего образования. В двух словах. За основу мы взяли опыт Татарской гимназии номер 2. У нас достаточно замечательный коллектив. Если вы помните, в 2019 году наш выпускник сдал по 4 предметам ЕГЭ на 399 баллов. Стабильно стараемся показывать одни из самых высоких результатов по среднему баллу ЕГЭ, по олимпиадному движению. Например, в этом последнем учебном году 41 из регионального и всероссийского этапа. И мы решили с учителями создать платформу, онлайн-платформу, куда мы выставляем видеоуроки, видеолекции по продолжительности, они, наверное, где-то от 7 до 15 минут. То есть это на сегодняшний день окружающий мир и математика по начальной школе, по среднему звену 5, 6, 7, 8 класс. Это математика, алгебра, геометрия, информатика, химия, обществознание, история и ряд остальных предметов. С этого учебного года мы начали снимать видеоуроки по родному татарскому языку. Также у нас в этом году большие планы по курсы, то есть курсы создать по подготовке к единому государственному экзамену и ОГЭ. И также мы в этом году начали готовить видеоуроки по дополнительному образованию. Значит, наша платформа, она является полностью бесплатной, никакой регистрации не требуется, интернет-гаджет, ноутбук с любого уголка мира можно зайти любому желающему, который понимает татарский язык, и можете изучить эти предметы.
понятное дело, что основной упор мы делаем на своих детей, ведь в республике у нас достаточное количество школ, которые ведут деятельность на татарском языке, нехватка кадров в деревнях, например, в сельской местности. Эти моменты учитываем. Ну и методическое сопровождение для учителей. У нас видеоуроки сопровождаются с презентациями и также плановыми конспектами, то есть для помощи учителю. Они могут использовать их в своей деятельности. Сейчас мы еще занимаемся технической стороной нашего проекта. На платформе Android и iOS мы начали создавать приложения для загрузки детям. Да, они сейчас многие сидят на телефоне, решили воспользоваться моментом. Здесь они будут закреплять через интересные игры, то есть школьную программу через интересные задания. Сейчас вашему вниманию хотим продемонстрировать пару занятий, то есть это часть занятий из нашей онлайн-школы. Xayrli kun do'stlar, 60 sonning 25% nishoni tashkil etadi. Yoki biz yurtkalarimiz onda yozilgan 30% tashlanma. Ya'ni nishib topilgan. Bu haqda andik ko'p savollarga biz siz bilan javob topishga tirishamiz. Demak, darsimizning temasi prosent. Biz boshlaymiz. Uzoqlab sinib turishga oddiy misollar o'rnagida qarang. Maktabda o'quv yili sheriklarga bo'linadi. Aslida o'ylaganimiz bormi? Ne uchun biz ularni sheriklar deb ataymiz? O'quv yilini 4 ulushga bo'lamiz. Har bir ulushni ayirib qarsak, u o'quv yilining 4dan 1 ulushi. Demak, 4dan 1 vaqtlanma. Ham biz 4dan 1 vaqtlanmasini sherik deb ataymiz. Matematikada tag'in bir vaqtlanmaning ismi bor. Ham u prosent. Prosent nega vaqtlanmasin? Prosent so'zi ikki latin so'zidan baroqat kelgan. Pro-cento, tatarcha yuzdan. Salam, sizning bilan Dinara Abi ham biz bugun birga fizika dayrida boshlaymiz. Kim aytala fizika so'zi narsani anglatadi. Albatta, dirish javob berganlarga afarin. Fizika so'zi grekcha physis so'zidan olingan. Hamida tabiat deganni anglatadi. Demak, fizika tabiat to'g'rida fan. Fizika so'zining belgilamasini bilamiz. Hozir endi ikkinchi so'rov borliqqa keladi. Fizika narsani o'rganasiz. Ko'p-ko'p. Suv qaynab. Bostirib. Jilisi. Hamida Esensiz o'quvchilar, bugun darsda parallel turlar orqali yozuvchi yo'qtash ham tengdosh ishmoqlar bilan tanishamiz. Shulay ikki turni parallellik belgilab o'rgana boshlaymiz. Hozir yozuvchilikda turlarning o'zaro turishini qarab ketdik. Birinchisi turlar kesishadi, ya'ni ularning bir o'rtak nuqtasi bor. Masalan, A ham B turlari O nuqtasida kesishadi. Ikkinchi ishroq turlar kesishmaydi. Masalan, bu ishroqda A ham B turlari kesishmaydi. Anday turlarni parallel turlar deb ataylar, ham A parallel B deb tamg'alaylar. Уважаемые коллеги, hurmatli kollegalar, mana shunday formatda biz video darslar tushiramiz. Уважаемые коллеги, на сегодняшний день больше 200 у нас видеоуроков подготовлено, и план до 2025 года включительно. Мы планируем отснять по всем предметам видеоуроки по самым актуальным темам. Здесь уже актуальная тема на усмотрение преподавателя, основываясь на свой опыт, стаж, ну и творчество. Здесь задействованы в основном наши учителя, техническая сторона, это профессиональный оператор-монтажер. Ну и мы в дальнейшем планируем привлекать учителей из других субъектов Российской Федерации, соответственно, из Республики Татарстан. Огромную благодарность хочу выразить, конечно же,
комиссии по сохранению и развитию родных языков руководителю Ахметову Марату Гутовичу, и Министерству образования и науки Республики Татарстан. Сұрақтар болса, рахмет дейміз. Кто спонсирует вам это все? Мои коллеги, уважаемые коллеги, мы все начинали на добровольных началах, так сказать. Вот Рустам Саид здесь сидит, я уж говорю как есть. Достаточно было одного человека, который поверил в этот проект. И потом мы собрали своего коллектива, у нас коллектив большой, там человек 10, наверное, после уроков, во время каникул. После мы подали наш проект, уже когда имеешь что-то, на грант. Один за другим выиграли 2 гранта, и на сегодняшний день полностью вся деятельность оплачивается благодаря этим грантам. Но о чем он говорит, Рамиль Рашидович вот рассказал, да, уважаемый коллеги, хотелось бы еще сказать, что 1 ноября утвержден новый федеральный перечень учебников. Вы знаете, видели, наверное, да, зарегистрирован Министерство юстиции, приказ просвещения России. И туда вошли наши 36 учебно-методических комплектов по родному государственному башкирскому языку. И вот здесь прозвучало о том, что все предметы в данной гимназии преподаются на предмете. По учебникам, конечно, мы по переводным учебникам говорим с нашими коллегами с Министерства образования Республики Татарстан. Эта проблема стоит. У нас тоже то, что у нас нет учебников на языке, на башкирском, в частности, вот, языке по предметам. Вы выходите из этого положения тем, что вот, онлайн-версии снимаете или... Уважаемые коллеги, у нас есть переводные пособия. Гимназия уже долгое время работает, опираясь вот на этот опыт. Понятное дело, на столе каждого учителя у нас из ППО на русском языке учебник, это обязательное требование. Ну и вот эту платформу мы создали и как раз-таки помочь решению вот такого вопроса, как переводные учебники, чтобы учителя могли ими пользоваться. Я думаю, вот одним из новшеств будет именно подготовка к ЕГЭ в деревенских школах, курсы подготовки ЕГЭ. Пособием, в принципе, да, учебники с федерального перечня на русском языке и учебные пособия. Да, еще второй вопрос, уважаемые коллеги. Вот было сказано, что за счет средств гранта это все делается. Вы знаете, что мы вот буквально Управление национального образования выходит с инициативой к нашим руководителям, уважаемым руководителям национальных, в частности, инновационных школ и вообще ко всем образовательным организациям республики, что вы знаете, что в конкурсах грантов в основном участвовать имеет право только НКО, да? Поэтому каждая образовательная организация, я знаю, что есть такие муниципалитеты в Республике Башкортостан, в частности, Гафурийский район, где глава муниципального района буквально обязала все образовательные организации, не только образовательные организации, но и все организации социального блока создать свои НКО. Соответственно, чтобы это для общей пользы, для того, чтобы использовать в президентских грантах, да, вы знаете, ежегодно несколькими траншами разыгрываются президентские гранты федеральные. Дальше у нас есть свои республиканские гранты, гранты главы Республики Башкортостан и по языкам, и там среди НКО и другие. Поэтому, конечно, тут работа руководителя по созданию этих НКО. Если не сами как вы создаете, то, может быть, уже с действующими НКО работать и для того, чтобы не ждать там, из бюджета республики, из бюджета местного средства, а работать уже и на внебюджетные средства привлекать. Вот, спасибо, Рамиль Рашидович. Вам спасибо. Бигзор Ахмат, коллега. Спасибо за опыт, за ваше пожелание. Коллеги, если будут вопросы, у вас есть возможность задать Рамиль Рашидовичу. Воспользоваться моментом.